Работники Национального музея Тувы подготовили передвижную выставку в детском оздоровительном лагере «Байлак» на берегу озера Чагатай Тандинского района. Мероприятие было организовано совместно с Агентством по делам семьи и детей республики. Стоит отметить, что лагерь «Байлак» является подведомственным учреждением агентства. Внимание детей и подростков предлагались различные тематические площадки, интерактивные занятия, игры и мастер-классы. В лагере «Байлак» побывала и наша съемочная группа. Вот эта мышка. Самая красивая мышка. Вот. Это хомячок. Они везде есть. Они были настоящими, были. Чтобы дети знали, сделали чучело. Вот это называется чучелами, называется. Вот. А сейчас не настоящие. Чтобы все знали, вот сделать чучелами вот эти все. А живут ли животные? Главный вопрос, который беспокоил детей на площадке под названием «Нелюбимые животные». Потрогать чучело ежа, мышей и змеи в банке норовился каждый ребенок. Сотрудник музея рассказал, где эти животные и насекомые, которых боятся все дети, обитают и чем питаются. Чтобы наша цель на этой площадке, потому что все дети знали, у нас в Туве какие животные живут и какие животные относятся к нелюбимым, что люди боятся из каких животных. У нас в фонде хранятся такие вот чучела зверей, и этих мы сегодня привезли и показывали детям, что они знали. Спектр культурно-массовой деятельности сотрудников Национального музея Тувы не ограничился стенами. Активно применяются новые формы работы, такие как передвижные выставки по детским оздоровительным лагерям, где девчонкам и мальчишкам рассказывают о развитии тувинских шахмат, о скифском периоде и об истории раскопок курганов Аржан-1 и Аржан-2. Итак, жил когда-то царь в этой степи. Затем он заболел очень сильно. Долго мучился. Эту хворь в будущем назовут раком. Уже в те времена она появилась. К сожалению, царь от нее скончался. Всего в лагере «Байлак» отдыхают свыше 200 детей со всех уголков Тувы. Они с интересом всматривались в фотографии скифского золота, слушали лекторов и узнавали много нового. Еще бы, ведь не у каждого ребенка есть возможность приехать в Кызыл и посетить главный музей республики. Я узнала, как хоронили скифов, как хоронили царей. Я о курганах раньше слышала, потому что я смотрела документальный фильм. Цель мобильного арт-проекта Национального музея – вовлечение детей в историю родного края и приобщение к национальной культуре посредством игр и мастер-классов. Мы хотим, чтобы дети, отдыхающие в лагере «Байлак», они ушли с какими-то знаниями о Туве, о том, какие животные у нас тут живут, которые их окружают, чтобы они научились играть в тувинские национальные игры, например, Бугаши-Дыра, а также рассказать об истории Тувы в целом, чтобы у них остались какие-то знания, чтобы их отдых был познавательный и полезный. Подобные передвижные выставки Национального музея по крупным лагерям Тувы продолжатся до конца лета. На следующей неделе сотрудники посетят лагеря «Орленок» и Чагатай. Чинчик Ашпукол, Буян Аюн, Илья Сапун, телекомпания «Новый век».